Было это или не было, в давние времена жил старик. У него было 2 жены. От одной жены он имел 2 сыновей, от другой – 1. После смерти отца сыновья разделились, старшие братья отняли у младшего землю и воду, а ему оставили лишь осла и пустой мешок. Однажды младший брат сказал своей матери: «Пойду прогуляюсь в отцовском саду». Мать разрешила. Парень пришел в сад, привязал осла к дереву, а сам прилег в тени. Вдруг видит, из какого-то дома поднимается дым, потом из этого же дома выходит 41 див. Как только они вышли, парень забрался в дом, увидел золотой слиток, схватил его и принес матери. «Этого хватит нам на пропитание на целый год», — сказал парень. Потом он пошел к соседу, взял у него точильный брусок и обточил на нем слиток золота. Спустя несколько дней дочь соседа пришла за бруском. Старуха-мать обмыла брусок и отдала девушке. Парень опять попросил у соседа брусок и принялся обтачивать слиток. Закончив работу, он ушел из дома. Дочь соседа снова пришла и тут же потребовала брусок. На этот раз старуха поспешила, не обмыла брусок как следует, и на нем остались крупинки золота. Старшие братья узнали об этом и подумали, что их младший брат нашел спрятанное золото отца и скрыл от них. Они принялись его бранить, и брат рассказал, что он пошел в сад прогуляться, прилег в тени и увидел сначала черный дым, который поднимался из дома в небо. Потом из этого дома вышел 41 див. «Я забрался в этот дом», — рассказал он, нашел там слиток золота и принес домой. Старшие братья пошли в сад. Увидели, что из дома, находившегося в саду, вышли 40 дивов, и не заметили, что 1 див остался в доме. Старшие братья вошли в дом, див набросился на них и тут же их убил. Следом за братьями в дом вошел и младший брат. Увидел он убитых братьев и сразился с дивом. Он одолел дива и столкнул в яму, которая была вырыта у порога дома. Вскоре те 40 дивов один за другим вернулись. Младший брат всех их по одному истребил. Потом взял свою мать, привел ее в этот дом и сказал ей, чтобы она ни в коем случае не наступала на помой за дверью, а сам поехал на охоту. Мать сварила обед, поела, вымыла котел и тарелки, а помой вылила за дверь. Она не послушалась сына и наступила на помои. Спустя некоторое время дом весь затрясся, женщина заглянула в яму, а там сидит див. Див попросил женщину: «Я твой сын, вытащи меня из ямы». Женщина отказалась. Див снова попросил: «Я твой родственник, вытащи меня из ямы». Женщина опять отказалась. Тогда Див говорит: «Я твой муж, вытащи меня». Женщина вытащила его. Через 9 месяцев, 9 дней, 9 часов женщина родила сына. Пошла и положила младенца на дороге, по которой возвращался сын. Он взял младенца и отнес его к матери. Мать пожаловалась: «У меня нет молока, чем я буду его кормить?» Парень опять поехал охотиться и поймал газель, у которой было молоко, привел он ее домой. Газель вскормила ребенка. Мальчик вырос. Однажды он играл во дворе. Вдруг слышит, Див говорит матери: «Наш сын уже подрос, надо убить твоего собственного сына». Старуха спросила: «Как мы его убьем?» Див ответил: «Я превращусь в большую ядовитую змею. Когда он войдет, я ужалю его, и он умрет». Мальчик подслушал, что они говорили, пошел к брату и все ему рассказал. Потом сказал брату: «Посади меня к себе на спину, так мы сможем выбраться из дома». Когда они вернулись, Див, превратившийся в змею, сполз сверху и хотел ужалить сына старухи, но по ошибке укусил собственного сына. Однако мальчик остался жив. Сын старухи снова ушел на охоту. Див сказал старухе: «Я опять превращусь в большую ядовитую змею и ужалю твоего сына».
На этот раз младший брат взвалил старшего на спину, и они ушли из дома. Диву не удалось и на этот раз ужалить юношу. На третий день, когда юноша был на охоте, Див сказал старухе: «Когда твой сын вернется, вели ему войти в твою комнату, а я там спрячусь и подстерегу его». Парень пришел с охоты, мать сказала ему: «Зайди ко мне в комнату, посмотри, что там есть». Как только он вошел, старуха заперла дверь снаружи, а внутри его поджидал Див. Они сразились, Див уже стал одолевать юношу, младший брат взломал дверь и поспешил на помощь старшему. Они победили Дива. После этого братья стали жить дружно вместе со своей матерью. В доме воцарились мир и радость. А младший брат понял, что даже после тяжелых испытаний можно обрести счастье и любовь. И каждый ребенок тоже может радоваться жизни, если верит в добро, не сдается перед трудностями и помогает своим близким.